В Ингушетию вернулась группа волонтеров-спасателей, которые помогали жителям города Керчь ликвидировать последствия стихии. Напомню, ураганы и проливные дожди ударили по Крыму дважды. Преподаватель и студенты пожарно-спасательного колледжа отправились на подмогу в составе группы молодежки ОНФ. В нее вошли 100 волонтеров из 11 регионов страны. Все они были награждены администрацией Крыма. Амина Бокова подробнее. Первое по ощущению, когда я приехал, конечно, сожаление к местным жителям, их плачевном состоянии. Дома разрушены, были понесены огромные ущербы. Затопленные квартиры, размытые дороги. Мощный ливень на Республику Крым обрушился 17 июня. А уже 4 июля пострадавшие улицы добила новая волна непогоды. Во время наводнения уровень воды достигал почти 2 метров. Подвалы многоквартирных и частных домов остались под водой. Мебель и другое имущество жителей тоже. Бурные потоки уносили машины, стены домов. 8 человек погибли, в том числе и дети. В нескольких городах отсутствовало электричество. Помочь местным ликвидировать последствия разгула стихии вызвались не только спецслужбы, но и волонтеры со всей страны. В их числе студенты пожарно-спасательного колледжа в Ингушетии, которые по совместительству являются активистами молодежки ОНФ и Всероссийского общества спасания на водах. С нашего учебного заведения выехало 5 человек. Когда мы уже прибыли в зону ЧС, то там разрухи были, там вот это все вместе, это все сломано, разрушено. Люди там жалуются, кто-то не может эмоции сдерживать. Все, что от нас зависело, мы сделали. Оказывалась юридическая, психологическая помощь, оказывалась физическая помощь. На помощь крымчанам от молодежки ОНФ выехала делегация из 100 человек из 11 регионов страны. Основные города региона, которые пострадали от стихии, это Ялта и Керчь. В последний была направлена группа волонтеров из Ингушетии. Фронт работы заключался в том, чтобы поддержать людей с юридической стороны, объяснить людям, как и что делать в дальнейшем. Также заключалось в том, что очистить дом, вынести тяжелые предметы, очистить дом от ила и грязи. Волонтеры развозили питьевую воду и продуктовые наборы пожилым людям, которые оказались в сложной ситуации. Всего на полуострове собрались тысячи волонтеров, работали ударными темпами. Я решил попрактиковаться, потому что спасать людей – это наша профессия. Основные сложности – это были адаптация к местности. Помогали мы по-разному. В день мы могли 4-5 дома спокойно. За свой труд ингушские волонтеры были награждены почетными грамотами и благодарностями от Республики Крым. Ребятами гордятся и в родном колледже. Я вижу наших студентов, как у них горят глаза, и когда они выезжают, приезжают с таких мероприятий, и когда они приносят пользу, и когда они где-то востребованы. Вот для них, я думаю, для наших студентов это очень важно. Очень горжусь своими студентами, своими преподавателями. Горжусь, что Юсупов Хасан Исаевич несколько раз выезжал и в другие регионы. Он выезжал и в Норильск для ликвидации природной катастрофы. Он выезжал на Дальний Восток, там наводнение было. И в Иркутскую область он был. По последней информации, погода снова испытывает юг на прочность. В Крыму объявили очередное штормовое предупреждение. Есть угроза потоплений. Спасатели и волонтеры по всей стране остаются начеку. Амина Бокова, Акрамат Дасхоев, Новости 24.